От кулуарных интриг до системного паралича. Как амбиции одного человека превратили энергетическую безопасность страны в заложницу частных интересов. Этот выпуск посвящен экс-депутату Жакгорку Кенниша Кундузбеку Сулайманову. Человеку, который умудрился превратить стройку века, Камбаратинскую ГЭС-1, из символа национального возрождения в закрытый финансовый кооператив для своих. Мы покажем, как работает система Сулайманова и какую непомерную цену кыргызстанцы заплатят за кадровую манипуляцию бывшего парламентария. Камбарата-1 – самый ожидаемый проект для всего Кыргызстана. Задумка должна не просто обеспечить энергетическую независимость, но и превратить нашу страну из потребителя в ключевого игрока во всей Центральной Азии. Но там, где рождаются мегапроекты, всегда появляются те, кто хочет на них паразитировать. Похоже, коррупция решила съесть этот исторический шанс еще на стадии фундамента и не просто откусывала от проекта, а вырывала кусками. И дирижирует этим процессом целая теневая вертикаль во главе с Кундузбеком Сулаймановым. Роль генерального подрядчика на подготовительном этапе досталась госкомпании ОАО «Нарынгидроэнергострой». Звучит солидно. На деле же Сулайманов превратил эту госструктуру в свой личный операционный офис. Контролируя Нарынгэс, он фактически получил ключи от сейфа всего проекта. Схема стара как мир, отчеты рисуются, цифры пухнут. Подъездные дороги, мосты через Нарын – объекты стратегические, а сметы на них – фантастические. Через подставные акты и липовые отчеты бюджетные миллионы утекали в песок. Дороги строились на бумаге, мосты – в отчетах, а деньги оседали в карманах своих людей. Это не просто воровство, это подрыв фундамента безопасности страны. Пользуясь креслом в топливно-энергетическом комитете парламента, Сулайманов работал как высокопоставленный риэлтор, сводил нужных подрядчиков с нужными контрактами. От госкомпании Нарынгэс осталось лишь название. Самые сочные, прибыльные куски уходили субподрядчикам, аффилированным с депутатом. Госкомпания брала на себя все риски, а частники – всю прибыль. Чистая математика грабежа. Но комбинатор пошел дальше. Чтобы финансовые потоки не встречали сопротивления, нужно было парализовать волю заказчика ОАО «Электрические станции». Кадровая зачистка там проводилась хирургически точно. В итоге и тот, кто заказывает, и тот, кто строит, и тот, кто принимает работу, все оказались звеньями одной цепи, замкнутой на интересах депутата. Хотите увидеть верх цинизма? Пока государственная строительная компания задыхалась без техники, бюджетные деньги уходили на аренду этой самой техники у частных структур Сулайманова. Почасовая оплата за использование машин, которые должны были принадлежать государству. В итоге Нарынгэс, легенда советского гидростроя, сегодня банкрот в долгах, без единого исправного экскаватора. Хотя в 2021 году им списали все долги, дали шанс на взлет, но вместо крыльев им привязали гири сулаймановских схем. Сулайманов не просто зарабатывал, он строил теневое министерство энергетики. Кадровая политика в Нарынгидроэнергострое диктовалась не профессионализмом, а личной преданностью и рекомендациями из депутатского кабинета. Страшно не только то, что украдены миллиарды. Страшно, что украдено время. Если эта система рухнет сегодня, стройка встанет завтра. Официальные механизмы управления атрофированы, они застопорились без ручного привода Сулайманова. Это уже не просто коррупция, это саботаж государственного масштаба.
Посмотрите на эту карту лояльности. Это не штатное расписание, это список личных гвардейцев. Директоры, главные инженеры, бухгалтеры, люди, чья главная задача была не строить ГЭС, а обслуживать интересы одного патрона и его окружения. Этот же энергетический десант стал мощнейшим админресурсом на выборах. Кресла в энергокомпаниях обменивались на голоса избирателей. Энергетика страны была брошена в топку политических амбиций. А вот и персональный список счастливчиков. Тактасун Артыков, техдиректор электрических станций. Протеже Амангилди Тайчибарова, который приходится Сулайманову родственникам. Семейный подряд в действии. Гулзина Капалбаева, главбух Камбаратты-2. Ее сын, Айдар Анаркулов, совершил головокружительный карьерный скачок. Из обычных охранников сразу в ведущие инженеры. Телефонный звонок депутата творит чудеса похлеще диплома МИД. Нет, Ой, вообще, қошайлы еш нәрсе біліп еткен алғатшы. жоқ, сен не мында бол. Сен менің дайындаған баланы бәрі біліп еткенде маған жалғыз бала, мен айтпадым, жалғыз бала. Ал астына өліп алышы мүмкін, сенші. Нурадиль Аденов. Еще один карьерный метеор. Из инженеров Камбаратты-2 в замы главного инженера всего Токтагульского каскада. Секрет успеха. Брат, бывший депутат Гаркинеша Каракуля Тиллик Аденов, крайне полезный человек в предвыборный период. Нурбек Кайбалиев. Инженер электрических станций, близкий друг зятя Сулайманова. Адыл Чергынов и Азим Сабитов, начальники отделов, которые в рабочее время координировали предвыборные штабы в селах. Энергетики на службе у кандидата. Шакарим Азисов, директор Нарын ГЭС. Назначен по вертикали Сулайманова через Равшана Касымова. Еще один верный штык в электоральных битвах. Очевидно, что в одиночку провернуть такое мародерство невозможно. Сулайманов прикрывался щитом депутатской группы Микенчел. Но главный вопрос остается открытым. Где были Минэнерго и Минфин? Почему государственные структуры превратились в слепых котят, пока Камбаратту один буквально разбирали на запчасти? Впрочем, это уже совсем другая, еще более мрачная история.